هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Иншаллах, по милости и с помощью Всевышнего Аллаха продолжим, иншаллах рахман, обсуждать похоронные обряды в исламе, все, что с ним связано. Иншаллах рахман, мы сегодня будем, иншаллах рахман, говорить о приходе смерти, о признаках смерти и все, что с этим связано, иншаллах рахман. Умирающий человек, он видит ангела смерти. Когда подходит ангел смерти к умирающему, если человек был верующим, мусульманином, счастливцем из суада, то есть из счастливых людей, то он видит ангела смерти, малакуль маут, в наиприятнейшем, красивом виде. Его окружают ангелы милости, и ангел смерти, малакуль маут, поздравляет этого человека с раем и сообщает ему радостную весть о рае. Если же человек является из тех людей, которые являются несчастными, а несчастным является тот человек, который является ахир, конец которого будет ни в исламе, ни в имане, то к этому человеку ангел смерти, малакуль маут, приходит с ангелами мучения, и ангел смерти этому человеку сообщает об адских муках. Когда человек видит уже ангела смерти, это момент, когда у человека уже заканчиваются силы и нет возврата обратно. Это не тот момент, когда человек, допустим, в реанимации лежит и вылечивается и так далее. Этот момент уже после которого нет возврата в этот мир. Человек видит ангела смерти, он слышит вокруг, которые находятся людей, но ответить им не может. Вроде бы ощущает вокруг себя какое-то движение, понимает, но ничего уже поделать не может. Он начинает терять сознание, у него начинается предсмертная агония, сердце беспорядочно бьется. И этот момент, когда любому человеку сказан в хадисе посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, что каждому человеку покажут непременное его место, в котором он будет находиться после смерти, или в раю, или в аду. И человек действительно увидит то место, которое уготовано ему как обитель. И после этого уже в этот мир прийти и нам об этом сообщить он уже не в силах. Признаками же наступления смерти являются несколько наиболее известных, которые мы можем судить, что к человеку действительно пришла смерть. Смерть уже наступила, дай Аллах, чтобы она у нас наступила в иман, будучи в имане. Это первое, об этом мы говорили также, это является неподвижный взгляд, как об этом говорится в хадисе, переданном Ибн Маджа. Говорится, что عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة. Умму Салама, радиаллаху анха, сообщает о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, зашел к Абу Салама, к ее мужу, وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ فَأَغْمَضَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, зашел к Абу Саламе, и взгляд же у Абу Салама в это время был, говорит, неподвижным. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, закрыл умершему глаза и сказал: поистине душа, когда покидает тело, взгляд следует за ней. Первое — это неподвижный взгляд. Второе — это слабость нижней челюсти и остальных органов человека. И следующее — это остановка сердца и охлаждение всего тела. Уже мы понимаем, что к человеку пришла смерть. Вот это признаки смерти, коротко. Мы, конечно же, не врачи, не специалисты большие в этом деле. Если есть сомнения, конечно же, надо удостовериться, посмотреть. А так, в основном, вот эти признаки наступления смерти. После того, как уже душа покинула тело человека, желательно нам, мусульманам, окружающим его,
поместить в помещении, в комнату, желательно, где чуть-чуть более прохладно, чем в остальных местах, дабы, чтобы от него не исходил неприятный запах, чтобы разложение тела не началось быстро. И желательно, когда человек уже покинул этот мир, как мы говорили, вот его взгляд, если глаза остались не закрытыми, желательно находящимся вблизи умершего, закрыть ему глаза, и при этом желательно говорить «Бисмиллах ва аля миллати расулиллах» с именем и с помощью Аллаха и следуя религии посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говоря вот эти слова, желательно закрывать ему глаза. Цель этого, чтобы человек не выглядел некрасиво, мусульманин, и после его смерти не дозволяется обращаться с ним как с каким-то предметом, как будто этот человек уже вот, не живой, значит с ним, ему не больно, якобы как будто он не чувствует, не видит вот в таком виде, как будто с каким-то умершим человеком, как с предметом каким-то поступать, конечно же, нельзя. Также желательно, чтобы мы подвязали широкой полоской ткани подбородок и на голову, чтобы завязали этому человеку. Это тоже является сунной. Это делается для того, чтобы, опять-таки, чтобы человек не выглядел некрасиво с открытым ртом, и чтобы внутрь человека, в рот, чтобы не заходили насекомые и так далее. Также желательно, братья и сестры, чтобы эти моменты мы раскрываем. Для чего? Для того, чтобы мы, иншаллах рахман, с помощью Аллаха это использовали. Чтобы мусульмане знали свою религию не только когда они живы, также и при смерти, и после смерти. Желательно, чтобы мы раздвигали его суставы, чтобы смягчили его суставы, вернее, массируя их или сжимая и разжимая его суставы, будь то рук или ног. Почему? Для того, чтобы, если мы сразу же, пока человек теплый, когда только-только умер, когда душа только-только покинула тело, если при этом сразу же делать это, то и в дальнейшем его эти суставы бывают мягкими. И обмывание покойного и так далее, обращаться с ним бывает уже легче. А если же мы сразу это не делаем, то в дальнейшем тоже человек бывает, те, кто мыли, видели, наверное, некоторые люди бывают вот, как бы застывшие, и невозможно бывает руку поднять или отодвинуть, или обмывание чуть усложняется. Поэтому это тоже является желательным, разогревать эти суставы, сжимая, разжимая. После этого следует снять одежду, которая была на покойном. Снимаем одежду, которая была на нем до смерти, чтобы от тела не исходил, опять-таки, неприятный запах, чтобы тело не начало быстро разлагаться, и чтобы неприятный такой запах, чтобы от него не исходил. И легкой такой тканью, конечно же, непрозрачной такой тканью, потом окружаем этого человека и снизу свернув края материи под тело человека, умершего. Конечно же, при этом желательно, очень надо быть осторожным, необходимо, чтобы мы, когда снимаем одежду или когда укрываем его этой тканью, чтобы мы не раскрывали его тело на показ, чтобы не выставляли его тело на показ, особенно, конечно же, чтобы не выставляли его аврат, его, значит, срамные органы и так далее, чтобы надо как чем-то накрыть и вот так аккуратно снимать эту одежду, таким образом, чтобы лишний раз, без повода, по мере возможности, не раскрывая его тело, не выставляя его на показ. Желательно также рядом с умершим, в следующем моменте, чтобы мы приятные запахи, чтобы делали, там распространяли запах благовоний. Есть виды бахуров, допустим, это такое благовоние исламское, его как бы на печку или куда-нибудь сыпаешь, или на уголек горящий, и он хороший запах в этой комнате делает. Но можно или другими средствами, одним словом, благовоний пользоваться, чтобы в этой комнате, чтобы, находясь с рядом покойным, чтобы мы чувствовали хороший, приятный запах пришедший. Также лучше будет, конечно же, чтобы этого человека в мягкой, такой, слишком плотной, такой, который может издавать такой постели, чтобы его не оставляли, чуть-чуть на твердый какой-то предмет как-то поставить. Это делается для того, чтобы человек не начал быстро разлагаться. Так же, как и при наступлении смерти, когда человек находился при смерти, мы старались его положить на бок, повернувшись лицом к кибля.
также и после смерти желательно так поставить, если не получается, или хотя бы, чтобы он направить в сторону кибля таким образом, чтобы стопы, ноги были направлены в сторону кибля, и голова чуть приподнятая, подставив подушки, чтобы чуть-чуть лицо тоже было обращено в сторону кибля. Если же у нас желательно, конечно, как можно быстрее захоронить человека, и для этого не имеет разницы день или ночь. Есть некоторые суеверия у людей, якобы, что ночью нельзя хоронить, такого шариата нету, запрета хоронить ночью нету. Как известно из истории, Али Асхаб, радиаллаху анху, свою жену Фатимат, радиаллаху анха, дочь посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорится, что похоронил именно ночью. Поэтому запрет, чтобы ночью хоронить, нету. Но в некоторых книгах пишется, что если человек специально откладывает именно, чтобы ночью хоронить, если для этого откладывает, так нежелательно. А так, если время так подошло, так успели, то ночью хоронить запрета в этом нету. Тут речь идет о том, что для чего это говорится? Для того, чтобы имеется в виду, чтобы сутками на четверть суток, как некоторые люди иногда оставляют покойных дома, якобы ожидая кого-то, откуда-то кто-то должен приехать. Этого нельзя делать, оставлять, надо как можно быстрее хоронить. Если же обмывание, после того, как мы уже сняли одежду, уже процесс следующий, как мы готовимся к тому, чтобы его обмывать, если это сразу не получается, если не имеется в виду по каким-то причинам, пока не привезут инвентарь для того, чтобы его обмыть и так далее, если как-то этот процесс растягивается, одним словом, по каким-то уважительным причинам, то желательно, чтобы ему на живот положить что-либо тяжелое, чтобы для того, чтобы не вздулся человек, чтобы вздутие живота, чтобы избежать. И в дальнейшем, когда могилу будем ставить и так далее, чтобы это не было проблемой. Тяжелый предмет имеется в виду, конечно же, небольшой такой предмет, имеется в виду в пределах килограмма, вот такой какой-нибудь железный предмет можно положить ему. Находясь рядом с умершим, желательно себя вести в адабе, уважительно, не кричать, не шуметь, не смеяться, и вести себя богобоязненно, вспоминать о смерти. Есть слова, указывающие на то, что человек, который смеется на кладбище или рядом с умершим, что это нехорошая примета, нехорошее качество этого человека. Тот человек, который совершает все это, то есть который закрывает глаза, снимает одежду, готовит к обмыванию и остальные обряды, которые проводит этот человек, лучше, конечно же, чтобы это был человек из близких родственников, из близких его родственников, и самый, который из них который был милосерден к этому умершему. Допустим, если брат, то мы знаем из остальных братьев, какой брат именно более к ним привязан был, более милосердно к ним относился. Если дети, то наиболее какой сын более так проявлял милосердие к отцу, вот следует ему это делать. А так лучше, конечно, чтобы это ближайший родственник был, а не так, как иногда у мусульман наблюдаются такие тенденции, иногда вызывают имама там, или каких-то посторонних людей, чтобы они обмыли его, чтобы они его заворачивали в саван, там, закрывали глаза и так далее. Все это надо делать, в первую очередь, лучше это делать тому, кто является родственником. Конечно же, имама позвать тоже хорошо. Для чего? Для того, чтобы если то, что мы не знаем, чтобы он мог нам объяснить, разъяснить, но он будет подсказывать, а делать это непосредственно лучше самим родственникам. Лучше делать самим родственникам, позвав знающего человека, имама. Не так, что поручая чужим людям, посторонним людям совершать все это. И все это должны делать, конечно же, мужчинам, должны делать мужчины, женщинам, женщины. Но дозволяется также супругам друг друга обмывать и так далее, проводить эти обряды, имеется в виду обмывание и так далее. Супругам друг другу тоже дозволяется. А так, лучше, чтобы это совершали мужчины над мужчинами, то есть это должно так и быть, а женщины совершают женщины. Ну, в определенных ситуациях, это мы, наверное, иншаллах, в другом месте где-нибудь рассмотрим, в дальнейшем, иншаллах, если нету, там умер мужчина, допустим, нету вокруг, вблизи никого нету из мужчин, некому его помыть и так далее, это все делать, то как поступать в таких случаях, иншаллах рахман, с помощью Аллаха рассмотрим в следующих, если даст Аллах, уроках.
И желательно, конечно, находясь рядом с умершим, проводя все эти обряды, все время дуа просить Всевышнего Аллаха и умершему, и нам самим тоже. Пусть Аллах даст нам смерть в имане. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи.